У нас в гостях Шаповалова Светлана Ивановна, нотариус Токарского нотариального округа и помощник Смирнов Аркадий Александрович. В нашей встрече дистанционно подключились центры общественного доступа, которые у нас действуют на территории нашей республики, на базе центральных библиотек, и у них тоже есть возможность, как и у вас, задать вопрос нотариусу. Сегодня мы поговорим о нотариальных действиях, которые являются наиболее распространенными. Ну, это, наверное, и дарение, и завещание, что выгоднее. Это разные другие вопросы, которые, я думаю, у вас, у каждого есть. С чего начнем? С ваших вопросов или с вопросов, которые у нас уже поступили заранее? Хорошо, вот у нас с Устоломской библиотеки поступили вопросы. Перечень уже перед Светланой Ивановной. А для тех, кто будет задавать вопрос из зала, назовем это так, я попрошу делать это микрофон, чтобы потом при трансляции мы могли отчетливо слышать и вопрос, и ответ. Нашу встречу сегодняшнюю, потом можно, если что, кто захотел еще раз пересмотреть, прослушать свои вопросы-ответы, можно найти будет на канале YouTube. Но это кто захочет, мы потом подскажем, поможем. Ну, тогда давайте начнем с тех вопросов, которые мы получили от Устоломской библиотеки. Светлана Ивановна, на ваш выбор. Ну, с первого начнем. Добрый день. Также хотела бы поздороваться. Значит, можно ли приватизировать служебную квартиру? Значит, данный вопрос конкретно необходимо задать в отдел приватизации администрации по месту нахождения данной квартиры. При рассмотрении данного вопроса компетентными лицами будут просмотрены все обстоятельства, имеющие отношение к данному жилому помещению. Поэтому, в общем-то, первый вопрос не совсем по теме, поэтому рекомендуем обратиться. Да, ну надо вообще руководствоваться тем, какой договор заключен с работодателем. Если это договор соцнайма в дальнейшей приватизации, то, конечно, можно, но зачастую это обычно договор найма, вот, без права передачи. А в дальнейшем, если идет услуга какая-то перед государством, если это, допустим, военнослужащие, то они передают по договору купли-продажи. В принципе, все. Здесь первый вопрос. Хотела бы уточнить не работодателя, а с основной квартиросъемщиками. В том числе. Да. Второй вопрос. Обязательно ли сделка купли-продажи квартиры, где в долях есть дети, и должна ли оформляться нотариально? На сегодняшний день действует обязательно нотариальная форма в части того, что если квартира находится в долевой собственности, если квартира находится у несовершеннолетнего, либо у недееспособного гражданина, то по этим группам сделок нотариальная форма обязательна. Если даже один собственник не долевая собственность, и там собственник несовершеннолетний, либо недееспособный, то тоже нотариальная форма. Как проще, лучше и дешевле перевести имущество родственнику, оформить дарственную или договор купли-продажи? Как проще, лучше и дешевле. Давайте. Как проще, лучше и дешевле перевести имущество родственнику, оформить дарственную или договор купли-продажи. Значит, при оформлении перехода права собственности не надо исходить как дешевле. А вот как законнее, это однозначно. То есть, что такое договор купли-продажи и что такое договор дарения. В принципе, судьба, как и при договоре купли-продажи, как и при договоре дарения, одинаково. Имущество переходит... Сейчас мы просто не можем. Имущество переходит в собственность того человека, который хотели вот. Но купли-продажи и договор дарения, они отличаются следующим, что договор купли-продажи – это возмездная сделка, и при переходе имущества в обязательном порядке от продавца к покупателю при договоре купли-продажи должны поступить покупателю денежные средства за то имущество, которое продано, а при договоре дарения безвозмездно. Собственник взял эту квартиру, подарил. Значит, налоги, опять-таки, это конкретно, каким образом приобретено недвижимое имущество. Там, значит, ранее у нас 3 года было, сейчас 5 лет, чтобы находилось. Далее родственные отношения. Здесь уже, когда встанет вопрос, не надо никого слушать, надо идти конкретно к нотариусу с документами на консультацию. И более того,
сразу имеет место. Здесь следующий очень важный момент, что при договоре дарения, когда вы близким своим хотите сразу определить судьбу этого имущества, очень важно, может быть, даже рассмотреть еще момент завещания. А завещание – это, в общем-то, вашей собственности, как было, так и есть имущество. И переходит оно только в случае, когда человек умирает. А вы распоряжаетесь даже при наличии завещания данным видом объекта, недвижимости, так, как вы бы посчитали нужным и захотели. Поэтому не надо никого, опять-таки, повторяю, слушать, надо прийти к нотариусу, сказать, что вы хотите и как вам это правильнее для вас лично самих. Некоторые исходят из налогов, которые там, или льгот, вернее, которые, значит, имеют все эти моменты. Если нотариус, в компетенцию нотариуса не входит ответ на какой-либо ваш вопрос, в частности, это или налоги, или льготы, мы всегда рекомендуем обратиться в ту службу, которая, в общем-то, по данному направлению может дать исчерпывающий вам правильный тот ответ, который, по сути, вот здесь соглашусь со своим коллегой в том, что как то же самое, как вы в налоговую придете и скажете, что лучше завещание или дарение, даже в принципе, представляя ситуацию, это будет правильно, если они направят к нотариусу, потому что это чисто конкретно нотариальная деятельность. Нотариус следит за законом. Вам вначале, если вообще у вас предметом стоит переход от имущества кому-либо, вам надо прийти к нотариусу и спросить, проконсультироваться. Я хочу, но при этом я пока какое-то время буду еще проживать в данном жилом помещении. И, в общем-то, когда я буду вообще утрачивать право на это жилое помещение, нотариус, естественно, вам сразу ответит. Вы утратите свое право как собственник сразу с момента удостоверения и регистрации перехода права. Поэтому очень часто бывает завещание более таким приемлемым вариантом, и спокойно самому собственнику, и льготы вроде не теряются. Но здесь очень важно просматривать еще следующий момент. При удостоверении завещания мы всегда тоже, и каждый нотариус объясняет, что по тексту завещания проходит 1149 статья Гражданского кодекса. А это значит, завещая свое имущество, если на момент смерти этого гражданина, который завещал, будут еще, значит, обязательные наследники, а это значит, переживший супруг, которому уже 60, или родители этого завещателя, или уже дети сами в таком возрасте, когда дочери 55, а сыну 60, то тогда они будут, вы хотели бы внуку, допустим. Конечно же, тогда каждый из тех лиц, которых я перечислила, вправе обратиться к нотариусу и сказать, да, я долю хочу в силу закона. Там по долям мы сейчас не будем рассуждать, там в зависимости исчисляется доля от количества наследников по закону. Это тот конкретный вопрос, который уже у нотариуса. А там и в суд не надо обращаться. Там Гражданский кодекс, 1149 статья, предусматривает их право. На этот момент, конечно, и всякий раз мы рассуждаем о том, что есть мораль, вроде не должны, вроде бы как, да, но когда человек умирает, там уже возникают свои те отношения, которые не можете вы потом регулировать. Они регулируются в силу определенных отношений уж между ними. Светлана Ивановна, а вот этот закон, и он действует только с января этого года? Или действовал ранее? Да, действовал, значит, когда редакция Гражданского кодекса была 1964, там 532 статья была об обязательных наследниках. Мы сейчас с вами ведем речь о том, что всегда Гражданский кодекс интересы представлял обязательных наследников, статья поменялась, и доли поменялись, в принципе. Но мы сейчас говорим о последствиях документа. Момент завещания, там, например, я получаю квартиру, или там сын мой, да, и через какое-то определенное время захотели вот ту же часть этой квартиры. А кто захотел? Например, сыновья. Обязательные наследники. Да. Но вот опять-таки... Могут они через суд это... Вот смотрите, для того, чтобы они потом не захотели, а уже действовали так, как вот в принципе и было определено при, значит, открытии наследственного дела, нотариус устанавливает круг наследников. Если, допустим, гражданин
умерший гражданин, завещал, ну так давайте скажем, внуку имущество. В дальнейшем при обращении к нотариусу внука нотариус конкретно, четко устанавливает круг обязательных наследников. Ну, то, что завещание мы сейчас запрашиваем, само действует последнее. Вы можете, вот, допустим, сегодня оформили одно завещание, завтра передумали, не отменяя второе, третье, будет действовать самое последнее составленное. Если, допустим, обратился уже внук к нотариусу, нотариус определяет круг обязательных наследников. А это значит не то, что вот есть, да, мы рекомендуем настоятельно всегда вот этим наследникам обязательно прийти к нотариальную контору и написать заявление. Очень важное. Это то заявление, которое ни для каких судов не будет основанием для отмены, а наоборот, для всех судов будет основанием, даже если на всякий случай обратится кто-то, заинтересованное лицо, что его права нарушены. Значит, заявление о том, что вот обязательно наследник обращается. Мне известно об удостоверенном завещании от имени там, моей матери. На обязательную долю не претендую, претендовать не буду. И не возражаю, чтобы квартира там, или имущество было оформлено по завещанию в пользу внука. И вот если даже передумает в дальнейшем вот такой вот сын или дочь, не будет никаких шансов. Абсолютно, потому что если его только не начнет потом еще доказывать, что не понимал, что делал. Но, как правило, к нотариусам всегда, когда приходят, понимают, права им разъясняют. И вот здесь вот очень важно соблюсти вот дальнюю, настоящую данную, скажем так, с одной стороны формальность, с другой стороны очень четкую, законную такую позицию. Я бы в части налога хотел дополнить. Если обратиться к Семейному кодексу, то у нас близкие родственники – это дети, супруги, родители, бабушки, дедушки, братья и сестры. Вот. А в налоговом же кодексе указано, что при дарении недвижимости близкому родственнику налог не возникает. Поэтому в целом, если идет дарение объекта какого-то недвижимого, вне зависимости от срока, дарится детям, супругам либо родителям, повторяюсь, бабушки, дедушки, братья и сестры, то налога нет. Опять же, если это двоюродные братья и сестры, полнородные, неполнородные, в части племянники и племянницы, то это уже не являются близкими родственниками по Семейному кодексу, и они подпадают под налог. Но правильно Славана сказала, что при исчислении налога это надо конкретно идти в налоговую и спрашивать, какая стоимость, потому что стоимость берется либо от суммы сделки, это купля-продажи, либо от кадастровой стоимости, это если дарение. Ну, по общему правилу вопрос был по дарению, поэтому налог будет браться с кадастровой стоимости. Или оценка. Либо оценка, но отчет это уже в дальнейшем, в зависимости от ситуации и индивидуальный подход к этому идет. Все. Да, конечно. Я имею квартиру, написала завещание на свою дочь. Ну, будем считать, что это единственный наследник. Значит, она прописана в моей квартире в течение 25 лет. До сих пор она прописана. Вот случится со мной несчастье. Завещание у меня есть. Может ли она оформить, вступить во владение этой квартиры, минуя этот 6-месячный срок, который нет, да? 6-месячный срок. Вот знаете, для чего дан 6-месячный срок? Он дан для того, чтобы нотариус определил круг, не столь документы, сколько круг наследников. Здесь больше гражданам дается для обращения к нотариусу свою волю, там, значит, подумать, видимо. Сначала же месяц, два, три. Это... Но если больше никого нет. Ну вот, вы извините, да, бывает как неприменимо абсолютно к вам, а вообще вот бывают дети, которые, как правило, не проживают, вот вы-то ладно вместе, да? Да. А как правило проживают в других даже городах. А за этой бабушкой ухаживает соседка. И вот дочери прекрасные, сыновья изумительные, деньги-то постоянно посылают и содержат маму, но соседка, в общем-то, на нее взяли и сделали завещание. Мама-то дееспособная, мама замечательная, она знала, что делать, да еще и нотариус разговаривает, смотрите последствия. И вот вы представляете, хорошо, если дочери есть уже 55, она как обязательно наследник еще сможет. А если нет, тогда что, и соседка получает? И не будет иметь вот значение то, что я, в общем, схитрила какую-то часть счетов, вот, которые, например, охрана квартиры, там, электроэнергия, телефон, там, оформлено на нее.
А Знаете, квартира в моей собственности. знаете, здесь несколько, не буду рассуждать в силу своей, вот именно в этом отношении, как вот счета. Да-да-да, Я это только не могу... разделение счетов. Нет, я так Это полагаю, оформление, да. не совсем я в этом отношении могу, наверное, ответить на ваш вопрос. Не будет ли. Я, например, в принципе, лично я как считаю, все счета, все то, что привязано к квартире, Ну да. оно должно быть именно на того собственника, кто владеет. А как вот здесь, здесь хитрость-то для чего? Для чего? Потому что я столкнулась, вот когда у меня умер муж, все нужно было делать, столько беготни, только в этом оформлении вот всех документов, переводе на себя. Вот. Я хотела избавить, так сказать, дочку, да. Вот от этого. Вы знаете, вы от всего избавили, за исключением одного самого важного. Через нотариус это не вот эти счета будут проходить, а квартира, которая как была на вас, так и есть. Поэтому вот лучше бы по квартире, если что. А у вас завещание, да? Я, да, составила завещание. Единственное, что если хотите полностью избавить от этой, делайте Да. договор дарения. Но опять же, при договоре дарения, мы вот ранее Слава уже объяснила, да, что переход права собственности делается при жизни. В переносе, что вам как объяснить? Если вы своей дочери уверены на 100%, да, что ваша дочка не попросит вас там спустя время сказать: мама, там, иди, пожалуйста, поживи в другом месте, делайте договор дарения. Это, во-первых, будет дешевле, потому что вы единственный собственник, да, я так понимаю. Да. Вот, и не будет беготни, не будет финансовых трат дочери. Ну, и, по крайней мере, я так объясняю, что если вы уверены в своих детях, то делайте, конечно, договор дарения. И последнее, извините, ради бога, что задерживаю. А можно тогда сейчас вопрос свой зададите, при этом, делая договор дарения, аккуратнее будьте, пожалуйста, с каким моментом? То, что могут дети там продать, вас не спросить, это один момент. Здесь еще сыгрывает другой момент, момент морали. То вы живете в своей квартире, Все, я поняла. и все равно дочери, потом, когда вы переписали, и дочь-то хорошо относится, и любит вас еще и больше. А здесь вот внутреннее состояние души у вас немножечко уже, так скажем, да, живу, да, в Да, своей... не мое, да. Да, не ваше. Я Поэтому прекрасно это поаккуратнее понимаю. в этом Я отношении. вот что, еще Да, один последний пожалуйста. вопрос, извините. Да, нормально. Значит, вот я с чем это связываю? Конечно, моя квартира не нужна. Ну вот, как чтобы проживать в ней там или еще что-то такое, да? Как они вот той же самое будет она проходить те же самые сроки, то есть она имеет право продать без налога квартиру, несмотря что она прописана в ней была и вступила в наследство, через 3 года, допустим, или через 5 лет. 3 года в порядке наследования, если она получит, 3 года будет ждать, да. Без налога. Но опять же, смотря какая стоимость. Если это до миллиона, то вообще не будет. Да? Нет, Если больше, свыше да. миллиона, то будет облагаться сумма, превышающая 1 миллион. Будет налог, да. 30%, что ли, что говорят? Нет, почему 30? Там 13 идет общий, но вот с понижающим коэффициентом. 12-13%. Спасибо, извините. Мы Задавайте. для этого и сидим здесь, чтобы вам отвечать. Задавайте. Можно еще такая сложная ситуация, тоже в связи с старением. Пали мои знакомые, муж и жена, уже в возрасте они, в государственной квартире. Потом вдруг у них теряются документы на квартиру, то исчезает. И сын вот у этого мужа, муж русский, а жена грузинка. Сын стал восстанавливать все документы. У него там нотариус знакомый. И, в общем, они, когда решили восстановить квартиру, уже оформляли в собственность, то есть приватизировали на мужа. А вот эта жена грузинка, она по-русски плохо понимает, по-грузински. Но во время вот этого оформления ей, видимо, не объяснили. Или как-то сказали: ну ты тут живешь недавно, а он уже живет 40 лет, давай на него оформим. И все, оформили квартиру на него, хотя квартира это была ее. Она жила в этой квартире до свадьбы, до женитьбы. Они уже женились в пожилом возрасте. Спустя месяц-два вот этот муж оформляет на сына дарственную. И все. Ну, то, о чем мы с вами Эта говорили, в женщина- собственности появилось. Эта женщина осталась, грузинка, вообще ни при чем. И Ага. после этого он начал поднимать на нее руку, Ага. начал ее морально изничтожать, и в итоге сейчас вот он ее избил до потери сознания, то есть у нее сотрясение мозга, она лежала в больнице. Вот.
и создали ей невыносимые условия. Ей пришлось уйти с этой квартиры. Возможно, что-то сделать по суду или каким-то образом доказать, что вот это они оформляли незаконно, они ее вообще игнорировали. Она была прописана, извините, Да, она она была там прописана на момент прописана. приватизации. Это я так полагаю, что она, видимо, или через нотариуса делала отказ для администрации отдела приватизации, или непосредственно в отделе приватизации сделала отказ. Конечно, только судебный порядок. Я думаю, что восстановить свои права, в принципе, она может, но при компетентном адвокате, ну что такое компетентный? Это просто адвокат, значит, к которому она обратится, и только он сможет защитить. Так-то сложно ей будет самой-то, тем более при таком знании русского языка. Вот, просто привлечь адвоката к данному вопросу и в судебном порядке о своих нарушенных правах, что она не понимала. Я так понимаю, она не понимала, что и делает, да? Ну, она по-русски плохо, да. Но она понимала последствия, вот как мы сейчас говорим. Навряд ли. Ее убедили, что да, Ну, регистрация чисто. да. А приватизация когда была? Ну, да. Когда приватизировали? Это было 9 лет назад. Сложно. Тоже, но шансы есть, но это, наверное, не наша специфика, это надо идти либо к Через представителю, да, по гражданским делам, либо к адвокату. Копеечку станет, но надо беседовать. Надо беседовать, смотреть, за что можно зацепиться. Если она действительно на тот период времени абсолютно языком никак не владела, Она немножко понимала, ну, немножко, Ну, ну, все относительно, надо смотреть, и, Последствия. да, и насколько администрация разъяснила ей право на отказ. Если отказ был оформлен не нотариально, а в администрации за подписью специалиста, то, наверное, шансы какие-то есть, если это действительно так, что не понимала и подписала. Бывает, отказ делают через нотариус, когда, например, уезжает, а приватизация в дальнейшем будет происходить. Приходят, садятся, если языком не владеет, то мы, конечно, говорим, извините, переводить с собой переводчика. Приходит переводчик, и вот идет трехсторонняя такая беседа с переводом. Переводчик несет ответственность и переводит все. Да, если вопросов нет, мы заверяем, последствия разъясняем. Вот тогда пускай сходит к представителям гражданских дел. Здесь один выход, да, только адвокат. Через суд. У нас еще поступили вопросы от других библиотек. А мы еще это не рассмотрели. Потом? Ну, хорошо, Можно- давайте можно мы немножко да. просто от другой библиотеки. Да. Давайте. Вопросы читателя библиотеки имени Петерима Сорокина. Я унаследовала дом от матери. Он находится в другом районе. Можно ли вступить в наследство по месту проживания? И не наездишься. Надо смотреть. Видимо, наследник проживает. Дом матери в другом районе. Она, наверное, живет по Место проживания наследству. наследника. И, видимо, Да, так наверное, да, удобнее да. будет. Но здесь надо смотреть, где была прописка умершего человека. Если это в районе, то абсолютно надо ехать в район. По месту его жительства. По месту жительства. Последнее место жительства. Именно умершего. По месту жительства умершего. И еще один вопрос. Отказ от наследства. Можно ли передумать? Нельзя. Если получил, то уже всё, да? Да, когда граждане приходят и заявляются в порядке наследования, кто-то принимает, кто-то отказывается. Мы очень досконально работаем с этими наследниками, говорим, вы понимаете последствия, что вы отказываетесь, всякое право теряете. При этом бывает, что наследники путают немножко отказ от части наследства, либо от всего. Скажу сразу, что если мы рассматриваем закон по одному из оснований, основание это закон, либо завещание, то отказ идет в целом от всего. Например, умер супруг, да, завещание не составил. Идет наследование в порядке наследования по закону. Но несколько объектов. Машина, гараж, денежные вклады и квартира. И приходят и говорят, вот я отказываюсь только от квартиры. К сожалению, так нельзя. Если идет отказ, то идет отказ от всего имущества, которое наследуется по закону. В части отказ не допускается. Поэтому, когда отказываются, мы говорим, прочитали, вы поняли последствия, что гражданин, который, например, родственник ваш, который оформит на себя это имущество, вправе вам ничего не дать. Вот. Но мы в мягкой форме, конечно, говорим, потому что, как правило, приходят все вместе с КОПом и присутствуют. Но образно, да, принял и распорядился по своему усмотрению. Поэтому, отвечая на вопрос, можно ли, как сказали, отменить отказ? В судебном порядке можно, но только в судебном порядке. Ну, тут там до 6, да? До 6 месяцев в судебном порядке можно отменить, да, свой отказ.
Ну, даже там, если еще и не получил никто наследство, то после 6 там для отказа, для отмены, наверное, Процедура есть, но в судебном порядке. Вот Аркадий Александрович имеет в виду, что именно есть наследование по закону и по завещанию. То, вот, допустим, иногда говорят по закону квартира, машина и садовый дом. Хочу квартиру, машину, а от садового дома откажусь. И это, в принципе, целость наследования статуса по закону. Вот так нельзя, да. Ну, опять же, надо учитывать, да, что принимаешь не только что-то, но и возможные долги. Абсолютно 1174 статья ГК. Но отвечаешь единственное, что в пределах наследственной массы, но тем не менее ты как имущество приобретаешь, так и долги. Так что думайте, если что-то. Так, еще вопрос. Выезжает ли нотариусу на дом и сколько это стоит? Выезжает нотариус на дом, в зависимости какая территория, за каждым нотариусом закреплены определенный перечень улиц. А вот по стоимости надо смотреть, это по налоговому кодексу считается и по протоколу управления в части услуг нотариуса, УПТК так называемые. Ну вот вопрос приурочу, например, доверенности социальной, да, что чаще всего, с чем чаще всего обращаются к нотариусу, это доверенность на получение пенсии, льгот, средства реабилитации какие-нибудь, там, оформить льготы, корреспонденции, и в целом. В районе 2, может, чуть подороже выходит, 2500. Надо учитывать, есть ли инвалидность, кому удается доверенность, близкий это родственник, либо не близкий родственник. Вот. Нюансы такие есть, все считается индивидуально, но вот ответил. В целом в районе 2-3 тысяч. Любой нотариус. Вы по наследству имеете в виду? По наследству к любому можете. Да? Пораньше буква, сейчас единственное, сейчас территориальность в отношении выезда на дом закреплена, а вот что касается наследства, доверенности. Наследство зачастую путаются. Абсолютно. Все нотариусы государства лицензируемые, а на какую-нибудь контору, не пойми какую, вы не наткнетесь. Вы придете, вам окажут квалифицированную помощь. Нет, Аркадий Александрович, вы Государственный. От имени государства Аркадий Александрович говорит не от имени, не государственный нотариус. Имеется в виду, что выдаются лицензии управления Минюста, и поэтому нотариус частно практикующий. Он как звучит его должность? Нотариус, занимающийся частной практикой. Но по законам работаем, по лицензии работаем. Лицензия выдается управлением. Государственный порядок. Да на любую. Ну, это, наверное, даже на сайте нотариальной палаты На сайт нотариальной можно палаты зайти и к любому. увидеть все. Поближе Лариса Николаевна Липунова находится напротив лесотехнического университета. Даже с правой стороны. Ну вот, ближайший, наверное, к вам вот по этой улице. Если у вас вопрос поближе, но опять-таки понятие, смотря откуда вы идете. Может, в магазин пошли, потом с магазинчика или как? Все в кругу, в пределах. 12 нотариусов по городу, из них 2 находятся, 12-13, по-моему, 12. 2 в Эжинском районе, остальные сидят в городе Сыктывкаре. В основном все они сосредоточены, это где... Карла Маркса. Да, городской бассейн там в районе 5, Сысольское шоссе есть, вот, ну и нижняя часть центра. К любому абсолютно можно, вне зависимости от наследства, завещания, либо иные нотариальные действия. Все компетентные, профессиональные. Так, у нас вопрос еще от Вуктыла. Имеет ли право унаследовать накопительную пенсию после смерти сына мать и родная дочь, и в какие сроки? Если да, унаследует ли обязанность по уплате долгов кредитов умершего? Накопительная часть пенсии проходит не через нотариуса, они напрямую обращаются в негосударственный пенсионный фонд. Сроки вроде, по-моему, насколько мне память не изменяет, такие же в пределах 6-месячного срока они обращаются путем направления заявления правопреемники. Вот. И вторая часть вопроса была? Обязанность по уплате долгов. Ну да, если вы имущество приняли накопительную часть пенсии там, на 100 тысяч, соразмерно вы несете на 100 тысяч расходов от кредиторов. Пропорционально тому наследству, которое вы принимаете, вы отвечаете по долгам наследодателя. Поэтому если долгов много, а имущества там совсем ничего, ну, как каждый решает самостоятельно, вот, но логично, если долгов много, а имущества не совсем, то, наверное, смысла-то и принимать нет.
Да, но это надо все решать с нотариусом, когда вы обращаетесь. Индивидуально. Да, пожалуйста. А вот я вступила в наследие, у меня мама умерла, и как бы завещание оставила на меня. Но у меня еще есть брат и сестра. Они добровольно отказались от квартиры, как бы как по договоренности при жизни, что мама отпишет мне квартиру. А добровольно это как? Что, ну, Заявление будет? ничего нет, просто Устно. устное. Если случись, например, я уверена в своем брате и сестре, но если случись, например, там с братом случилось, жена может претендовать на эту квартиру? Нет. Или муж у сестры? Вот опять-таки мы исходим из того, что вот опять-таки о моральной договоренности или там я не совсем как-то склонна к такой позиции. Вот, Лучше все же Ну, сделать. вот смотрите, если, допустим, хорошо, он на сегодняшний день не претендует, нет проблем, пусть придет и напишет, что не претендует. Вы закрепили? Вопрос Это имею в виду нотариуса до тоже надо, до да? отказа. Нотариуса. 6 месяцев не прошло, да, с момента смерти? Ну вот да, скоро будет, но вот это до надо сделать. Да, конечно, да. Потому что брат Если- в Москве, поэтому заранее как бы надо это все. Если он пропускает 6-месячный срок, а вы еще не получаете свидетельство, то он может потом также написать, что мне известно о том, что я могу право претендовать на обязательную долю, вставлю в известность, не претендую и не возражаю, чтобы получила полностью по завещанию имущество. Если ваш брат умирает до того момента, когда он обратится к нотариусу, то его наследники не имеют права претендовать. Почему? Потому что брат максимум, на что может претендовать, это на обязательную долю в этой части квартиры. А обязательная доля по порядку представления, она не переходит. У вас один только объект наследования – это квартира. Да. Ну, поэтому Нет, да? не Нет. смог. Лучше Абсолютно. возьмите заявление. Лучше, конечно, сделать во избежание конфликтной ситуации, потому что другая сторона может по-другому себя повести и сказать, нет, мы хотим, брат имел бы право, вот, но нет. Обязательно доля не переходит. Переходит только принятие наследства. И вот если я получаю эту квартиру, у меня как бы получается две. За одну я все равно буду платить налоги. Я так Ну, понимаю, здесь вот чисто по налоговой лучше с Правильно налоговой, но понимаете. вообще, да, за одно не платите, за второе обязательно. А там выберите сами, за какое не платите. Так, у нас вопрос тоже еще от Усть-Кулума. Как я, мать, могу аннулировать долю несовершеннолетнего сына в квартире, которая была выдана давно с места работы? Ситуация: сын в настоящее время выгоняет меня с этой жилплощади. Аннулировать передача была Несовершеннолетнего. К сожалению, в вот судебном все, что... порядке. Попробовать. Надо смотреть конкретно, как была доля передана несовершеннолетнему. И на сегодняшний день он является все же несовершеннолетним или уже совершеннолетним? Несовершеннолетний написано. Вот. Если он сейчас ему 17 лет, то никак, потому что там опека будет вмешиваться в эти права и защищать несовершеннолетнего напрямую. Если же ему уже 18 есть, надо в общем, смотреть, абсолютно смотреть, только в судебном порядке, потому что я думаю, что сын будет против аннулирования этого договора либо соглашения, по которому перешла эта квартира. Да, даже если совершеннолетний, любой момент, который не решается добровольно путем соглашения, все через суд. Потому что доказывает каждый свою. Вопросы? Да, пожалуйста. Вот у меня наследник тут есть. Надо? Надо, да? Если там вот посмотреть надо по свидетельству о рождении сына, вот возьмите свидетельство о рождении сына, его паспорт. Чтобы в свидетельстве о рождении его фамилия, имя, отчество была в соответствии с паспортом. Уже бесспорность, да, документально. Потом, где вот родители, посмотрите фамилия, имя, отчество ваше. Вот иногда буковки Ё, потом твердые, мягкие знаки, Евгеньевич, Евгеньевич. И вот чтобы не... Вот, на это обращаю внимание. И вот чтобы в дальнейшем, значит, не заставлять его собирать по формальным основаниям все эти документы, приводить в порядок. Конечно же, тогда лучше сделать завещание сразу, как он по паспорту, да и все. И даже когда пишет «завещаю сыну», вот,
мы все равно требуем свидетельства о рождении. А если просто Иванову Ивану Ивановичу, то тогда паспорт принес, год рождения посмотрели. Вот, Лучше пожалуйста. составить завещание спокойно. Ну вот, слушайте, дадим телефончик, придите с документами, я вам точно скажу. Надо нет, но сразу говорю, не тратьте деньги, если у вас порядок в документах. Смысл не поменяется. Смысл не поменяется. 2400 рублей стоит завещание. Во-первых, потратите, как Слава правильно сказал, деньги и время потратите. Поэтому, если сложностей нет в фамилии вашей, например, там Рожицын и ее, Королев, Королева, например, да, либо в отчестве по вашему мужу, то абсолютно нет смысла. Нет, просто у нас не Основания разные фамилии. Рождение. Да. Ну, А в свидетельстве о рождении он как записан? Нет. Вот это фамилия? Нет. Свидетельство о браке ваше надо. только. А, только свидетельство. Да. Приходите с документами. Хорошо. Все посмотрим. Спасибо. Спасибо. Да. Ну вот 221 41 22. Повторяю, 21 41 22. И второй номер 400 188. 400 ровно. Ровно. 188. И мы знаете, где находимся? Вот Вычегду все знают. Первый 21 41 22. Вычегда. Стоите прямо по правой стороне, по улице Интернациональная, вот кулинария Вычегда, будет вывеска «Нотариус», большие буквы. Да, вот там министерство. Интернациональная 108. Вот у нас еще два вопросика осталось. Аркадий, я зачитаю. Сейчас меня молит. Будьте добры, слушаем. Извините. Мы Да. много уже, я не знаю, пошли к нотариусу и хотели написать, квартира у нас, квартира и дача с мужем, хотели написать на двух сыновей завещание, а она нам сказала, что лучше напишите друг на друга завещание. Никоим образом не имеем А мы вот так и возможности написали. советовать. Нет, но здесь в чем логика вещей? Ведь Говорит, можно... меньше надо будет волокиты, если, например, одного из нас не будет, одному, чтобы переписать всю остальную половинку, переписать легче будет. Она так объяснила. Вот мы не исходим из понятия легче, мы исходим из понятия, как вам вот здесь приемлемо, как бы вы хотели. Ведь можно написать на супруга, а в случае его смерти ранее и одновременно под назначение сделать деток сразу. А вот что лучше, что хуже, это только вам известно. Нотариусу нам-то точно это как вот... А как нам известно? Вот я и спрашиваю вас. Вот. Мне наоборот, вот она объяснила, сейчас уже сколько, уже, 5 лет уже, может, прошло больше. И она говорит, может, 10 уже прошло, уже не помню даже, как это значение было. Но вас сегодня устраивает, что вы друг на друга написали? Ну, а что нас устраивает? Живем и живем, пока живы. Знаете, результат, давайте лучше скажу, что такое вот по Это на вашему... практике. Когда уж умрешь, то подписываешь. Вот вы понимаете, получается таким образом, вашему сыну сколько лет? Одному 53, другому 48. Ну и вот, а в 60 лет он будет иметь право претендовать вот по данному завещанию, это тот момент, на который мы обращали уже внимание, обязательно наследники. Вот при таком раскладе, когда вы мужу, муж вам, получается, если что-то с кем-то из вас случается, то каждый после друг друга будет наследовать. Муж после вас, детям ничего не достанется, он единственный будет, а вы после него. А потом он распорядится, кому отдать. Так. Плохо не говорю о муже, о вас тоже, но тем не менее. Получил все, потом скажет, да, наверное, дай-ка я сестричке или братику, или еще кому-то. Или вот, ну я уже не осмелилась так говорить. Вот. И получается, или дети. Дети-то обычно это уже взрослые, со своей позицией, со своим характером. И вот муж-то огорчился, да, его отец, там, ваш муж огорчился, скажет, ну вот, вырос так и не слушает. И вот отношения немножко начинаются. И вот здесь немножко в этом отношении и как раз тот вопрос, который, не дай бог, наступит. И тогда было имущество, нет имущества, и все, оно пошло по колее в другую сторону. И, извините, при этом опять скажу, плохо не говорим о муже, тем не менее. Я вас тоже. Лучше переделать. Так Ну, здесь надо сделать так, как вы бы хотели. Я вот опять-таки обращаюсь. Конечная цель. Что вы хотите, чтобы вот после смерти, что с этой квартирой муж оформил, либо там сыну, либо каким образом? Что вы хотите? Надо от этого отталкиваться. А не так, как лучше. А? Да. Не, абсолютно не надо. Это бывает, клиент уже приходит, говорит, как дешевле? Как сделать так, чтобы было подешевле? Абсолютно нельзя, потому что у каждого нотариального... У каждого... Можете... Извините. У каждого нотариального действия
правовые последствия. Если вы даже пришли, и сейчас вроде ничего такого нет, да, что может сделать подешевле, то в дальнейшем, в зависимости от ситуации конкретно сложившейся, могут наступить не совсем приятные последствия. Например, приходят и говорят, а давайте вот куплю-продажу сделаем, обналичим там мат-капитал. Но опять же, когда покупает гражданин, он покупает это в совместную собственность с супругом. Хотя по факту это деньги, например, там его личные, да, а объект поступает в совместную собственность, когда лучше было бы сделать договор дарения. Все индивидуально, и надо руководствоваться конкретно, какая ситуация, что должно быть и как вы хотите поступить. А самое главное, законом руководствоваться. Ну, законом нотариуса это 100%. Здесь вот в вашей ситуации можно даже так немножко подстраховать ситуацию, что вы, допустим, у вас, простите, двое детей? Двое. Вот, допустим, иногда что-то завещают конкретно сыну, дочери, а муж, как он был при своей 1/2 доле квартиры, так он и остается. То есть он никуда не девается, его интересы никуда никаким образом не нарушаются. Его никто не выгонит, потому что у него же даже будет 1/100. Он будет в этой квартире, заходит и распоряжается. Да? Потому что порядок пользования квартиры не определен. Поэтому долю какую-то для спокойствия оставить. Но опять-таки надо смотреть, а как дети, да, в общем-то, вот на сегодняшний день. Потому что вы, когда человек завещает, умирает, муж, допустим, как был или жена, как были, так и есть, а вот эта доля сразу в собственность детей переходит и становится соседями, скажем так. Вот. Здесь настолько индивидуально. Но лучше прийти тихонько к нотариусу, поговорить, озвучить. И всегда самое главное, и вот всем говорю, сразу начинать озвучку, что с последствий, что вы хотите. И уже нотариус, имея вашу информацию, думает, как к этим последствиям прийти так, чтобы интересы ваши не были нарушены, допустим, и ваших близких, родных. Вот таким образом. Вот приходите, рассмотрим, посмотрим документы, посоветуем, и вы подумаете еще как. Тем более телефоны знаете, где найти, знаете. Так, а у нас следующий вопрос. Можно ли не вступать в наследство? Какие последствия? Уже немножко было об этом сказано, но еще раз. Наследство – это право. Каждый наследник решает самостоятельно, вступать ему либо не вступать, несмотря что есть наследство, либо его нет. Если нет, ну, конечно, смысла нет вступать и оформлять наследственное дело у нотариуса. Если же все же что-то есть, денежные вклады, недополученная пенсия, в том числе в негосударственном пенсионном фонде, ну, конечно, приходите и оформляйте наследственные права. Последствий, конечно, никаких нет. Нет, это не право. может быть. Это право. Ну, вот, простите, немножко, наверное, дополню. Вот абсолютно согласна с Аркадием Александровичем, наследство – это право. Но здесь не надо забывать о сроке принятия наследства. Гражданским кодексом установлен сегодня 6-месячный срок принятия наследства. Вот как у вас дочь, с вами прописана, для нее вообще 6-месячного срока не существует. Но я немножко хотела вернуться, отошли потом. Вот. И более того, кто зарегистрирован совместно, там еще уплачивается только УПТХ, а тариф не уплачивается, тоже своего рода по деньгам, если в этой же квартире проживает совместно с наследодателем. А вот непринятие наследства, 6-месячный срок, он в принципе дается для того, чтобы определить свою волю. Когда на момент смерти зарегистрированы наследники с наследодателем, если а он хочет, наследник, один из них, отказаться, вот если в течение 6-месячного срока не отказался наследник от наследства, то он, в принципе, уже признается как фактически принявший. Вот когда мы начинали говорить о разумности сроков, как раз законодатель дал гражданам 6 месяцев, чтобы уже как-то более у него все сложилось в голове, будет принимать, не будет. Вот. 6 месяцев. Те, кто совместно не зарегистрирован, должны срочно обратиться к нотариусу, это те желающие, и сказать, я буду принимать, пишите заявление. Если в течение 6-месячного срока не принято наследство, а он желает, и совместно с наследодателем не был прописан наследник, зарегистрирован, тогда только в судебном порядке устанавливается или факт принятия, или восстанавливается срок. Факт всегда легче, потому что хоронят, там приносят в суд и говорят, я взял вещи, там фотографии, сберкнижечки, пользовался, или в течение 6-месячного срока там садил, значит, огород. Вот это еще и в суде надо доказать, еще и свидетелей нужно, что, допустим, вот, да, установлен факт. Поэтому существует 6-месячный срок. Сразу бежать, конечно, это нет, а вот ну, хотя бы на 5-й месяц, на 6-й уже просто прийти, проконсультироваться. Или отказ, если фактически принявший и не хочет, не нужно ему это наследство,
Значит, прийти надо и отказаться, если кто-то зарегистрирован совместно. Вот это очень важный срок, его всегда надо помнить. И не соседей слушать, опять-таки, у каждого своя ситуация, какая-то правильная, но своя. Конечно, надо прийти к нотариусу, и с полным пакетом документов нотариус вам точно даст правильную консультацию. У нас еще вопросы, да. Да, то есть, зачитаю, Аркадий Александрович. Тускуломская библиотека. Можно ли продать недостроенный дом, на строительство которого был оформлен материнский капитал для приобретения земельного участка для нового строительства дома или покупки готового дома? Можно. Единственное, что данный объект надо оформить тогда как недострой, а выделяется детям доли, и после этого идет продажа. Продажа идет с условием того, что несовершеннолетним будет выделено. В честь того, что не исполнять обязательства нельзя, потому что обязательство было давно дано в отношении этого объекта, а средства материнского капитала были направлены, видимо, на строительство собственными силами, поэтому его надо исполнять. Как недострой, в принципе, да, можно. Пишется как процент, да, если он будет в Росреестре оформлен, процент готовности будет стоять. В принципе, все. Как недостроить, в кадастровую палату надо идти, документ собирать, видимо, какая-то отчет или оценка будет произведена вашего дома о готовности, и потом оформляете. Ну, либо заканчиваете строительство и уже готовы. Здесь надо смотреть, покупатель готов у вас купить недострой, либо не готов. Ну, а так препятствий нет, чтобы детям недострой был выделен. Выделяют, да. Ну, опять же, надо с пенсионным фондом переговорить, потому что средства от капитала были направлены, и это ориентировано на то, чтобы у несовершеннолетних был угол какой-то в этом доме, а там недострой, например, крыши нет, да. Как они к этому будут относиться, не выступят ли они в дальнейшем там с иском? Я, конечно, сомневаюсь, что они с иском выступят, но, тем не менее, я бы, наверное, уточнил этот момент. Ну, могут. Ну, по разным направлениям пенсионный фонд работает. В части МСК редко они обращаются, в основном это прерогатива органов прокуратуры по проверке исполнения средств капитала. Но я думаю, что можно. Отвечая на вопрос, можно. Здесь еще значение имеет вот обязательства. Иногда дают обязательства мама с папой, что обязуемся после снятия залога или применения с квартиры, значит, переоформить на имя детей, там, на себя, на мужа, там, на детей. И вот затем, не переоформив, желает продать эту недвижимость. Ни в коем случае нет, по крайней мере, необходимо так. Вначале снять залог, выплатить ипотеку, оформить на деток, оформить на деток и уже продавать с учетом доли детей. Вот тоже такая ситуация есть. И вот когда говорим мы о недостроенном доме, можно ли продать, тоже обязательство-то вот каким образом было выдано? На жилой дом построенный, тогда вроде как надо достроить, верно, Аркадий Александрович? Ну, как теоретически, да, после получения кадастрового паспорта, а если же использованы средства кредитных организаций, то там после ввода в эксплуатацию. А вот все ситуации индивидуальные, но вот точно вот конкретно ответить не могу. Ну, если к нам обратятся и скажут, что вот мы хотим исполнить обязательства, мы, в принципе, продавать будем, покупать что-то новое, ну, почему бы нет? Но если у них нет финансов на окончание строительства, да, выделяют доли, потом получают разрешение. Нет, к сожалению, закончились у нас. Ну, эти были выделители финансирования. Вопрос, конечно. Большой вопрос от Тускуломской библиотеки. Извините, можно? У нас вопрос там случайно на 2 был разбитый. Можно считать до технического плана? Это первый вопрос. У нас нет здесь. Ты, наверное, Кто читает? Квартира не... Да, давайте. Аркадия? Да, читайте. Квартира не состоит на кадастровом учете. Для постановки на кадастровый учет необходимо предоставить технический план, в состав которого входит декларация. Декларацию подписывают все собственники квартиры. Имеется договор на передачу квартиры. Это следующий вопрос, что ли? Нет, это все еще один.
Имеется договор на передачу квартиры в собственность. В договоре прописаны собственники, один из которых умер и имеет наследников, которые не участвуют в договоре. Нотариус заводит наследственное дело только если на квартиру имеется кадастровый номер. Какие действия необходимо совершить, чтобы получить свидетельство о праве на наследство без кадастрового номера и технического плана? Да, Имеется... спасибо. Все, спасибо. Это первый вопрос. Надо обязательно сказать. Вот вопрос достаточно актуальный. Почему? Потому что с 1 февраля текущего года на нотариуса возложили обязанность по электронной передаче документов. В части договоров и оформления наследственных прав. Вот. Да, вопрос мы такой задавали, что если нет кадастрового номера, каким же образом мы будем передавать на электронную регистрацию? Вот Федеральная нотариальная палата в ходе вебинара они сказали, что необходимо наследникам обратиться в кадастровую палату с заявлением о постановке на учет как ранее оформленного ранее объекта. Вот. И на основании этого заявления, в принципе, кадастровая палата должна уже поставить на учет. Единственное, что загвоздка может быть в каком-то плане с декларацией, которую вы говорите, что надо заполнять всем собственникам. Но я думаю, что там выход какой-то должен быть в части незаполнения со стороны умершего. Вот. И больше, наверное, с кадастровой палатой в этом плане надо поговорить. Если же в районе затрудняется, то выйти на кадастровую палату Республики Коми, побеседовать с Лобановой Татьяной Моисеевной, это руководитель по Республике Коми, вот, и каким-то образом прийти к правильному решению. Вот, в принципе, так. Но то, что ставить на учет надо, это 100%, и это делать все через кадастровую палату. Я поняла, загвоздка в том, что кадастровый номер нужен, не нужен, а он нам нужен хотя бы Кадастровый нужен номер 100%, потому однозначно. что без него мы на электронную регистрацию не сможем передать. Кадастровую стоимость не запросим. Ну и кадастровую стоимость, но это уже второстепенный момент, ну да, абсолютно верно. Поэтому надо обратиться в кадастровую палату и уже с ними решать вопрос о постановке на учет. Но как мы по своим вот нотариальным действиям, у нас тоже по земельному участку была проблема, по квартире, то кадастровая палата наша Сыктывкарская сказала, что необходимо обратиться с заявлением о постановке как ранее учтенного объекта. Вот. Ну, в принципе, вопрос был решен, они обратились, объект поставили, да, присвоили кадастровый номер, мы заказали выписку, выписка поступила уже на конкретный объект, который на учете стоит. Идите, пожалуйста. Можно спросить, а если объект неучтенный, ранее тоже неучтенный, нигде не учтенный? Значит, ставить надо. Ставить, да, значит, никак не оформите. Если кадастровая палата вам говорит, нет, вы не поставите, ну тогда в судебном порядке, видимо, признавать право собственности на этот объект. Нет, вот в судебном порядке надо признавать. Но если же кадастровый номер вы нотариусу не предоставите, следовательно, то есть вам не поставят на кадастровый учет, мы не сможем отправить. Здесь, видите, немножко такой, может быть, пробел, который в дальнейшем будет урегулирован в части Росреестра и кадастровой. Но пока на сегодняшний день это так. Надо каким-то образом с кадастровой переговаривать, какие пути выхода. Вот тоже по наследственному делу обратилась гражданка, нет кадастрового номера, она пошла в МФЦ, и в МФЦ ей подсказали, а давайте-ка мы сами затребуем справку о кадастровой стоимости, вам придет отказ, но сотрудник кадастровой палаты, когда получит этот запрос о стоимости, он автоматически вам поставит. Для меня это не совсем понятно, но на самом деле через 3 дня объект уже стоял на кадастровом учете. На кадастровый учет не поставят, уже запрос делали, а не поставят, так как они просят технический план. Сделайте технический план. Технический план на основании декларации, которую подписывают все собственники. Один из них умер. И вот тут получается, что ходьба по кругу. В судебном порядке, видимо. Ну, а без него они вам никаким образом не подготовят, да? Без подписания. Да. В судебном порядке, когда идем в суд. Спасибо. Пожалуйста. Тут еще вопросы. Отличаются ли тарифы на оформление сделок у разных нотариусов, если тарифы фиксированы? Нет, не отличается. В рамках региона нет. Субъекта. Ну, субъекта, можно сказать. Например, сколько будет составлять оплата нотариусу в городе Сыктывкаре при оформлении договора купли-продажи квартиры одного ребенка, собственник один взрослый, один ребенок? Договор купли-продажи, но в части тарифа, если в целом рассматривать тариф, то
это по налоговому кодексу будет составлять 0,5%. Здесь льготы ни для кого в вашей ситуации нет. А что касаемо услуг правового технического характера, то на сегодняшний день по республике они составляют 7 тысяч рублей. Если вот, в принципе, уже посчитал, 7 тысяч рублей делим мы на количество сторон, это 5, двое продавцов и трое покупателей, получаем 1400, умножаем только на граждан, которые совершеннолетние. Это 1 продавец и двое покупателей на 3. Получается, что из 7 тысяч будет освобождение на 2800 рублей. В общем, не 7 заплатите, а 4200 и плюс 0,5% от стоимости сделки. Есть льгота. Вот. У нас вопрос еще от НТ. Надо ли платить коммунальные услуги за эти 6 месяцев? В квартире никто не прописан. Но это, наверное, имеется, если кто-то умер и квартира вот осталась. Надо платить, потому что с момента смерти это имущество переходит к наследникам. И 6 месяцев так, чтобы кто-то с вас это списал, нет. Никто списывать не будет, и будете платить. В случае неоплаты судебные органы будут обращаться, взыскивать. И суд будет на их стороне. Но иногда бывает и так, что платит один предполагаемый наследник, и пришла еще Елена Петровна с завещанием в последний день. Эти дети платили, и в дальнейшем получается, что совсем потом, значит, те, кто платят и себя-то видят потенциальными наследниками, они вправе обратиться в судебные органы, я так думаю, полагаю, и в дальнейшем уже вот с этих, которые уже оформляют, это наподобие результат, как кредиторы будут они. Что значит, верните нам то, что мы платили, а в результате вы уже переоформили на себя. А когда знают, что вот как единственная дочь или единственный сын, там дети, ну, конечно, она платит, она знает, что это ее имущество. И внук, и я при жизни хочу написать завещание. На одного сына, значит, доля в квартире, на второго машина, а на внука дачу. Можно так сделать? Вы еще несовершеннолетний. Можно. Да. Вы сами определяете, какое имущество, кому вы хотите завещать. Абсолютно. Вы можете квартиру завещать в долях, разбивать А после ее. смерти только, например, все вот это Что? на двоих, вот, если я, например... Если без составления завещания, ну, а внук у вас от третьего сына или от одного, который жив? Ну, двое сыновей, у вас тут наследство пополам все будет делить. На одной второй доли, А наверное. если при жизни на троих? Да, да. Но при этом, если по закону они будут вступать, один сын может отказаться в пользу другого сына, брата. То есть. Так тоже можно. Но опять же, отказ будет от всего имущества, если вы завещание составите. Так, у нас там еще тоже вопрос от Сумовской. Имеется государственный акт на земельный участок, собственник которого умер 12 лет назад. Имеется 4 наследника, дети. Один из наследников желает оформить наследство, остальные, так как живут далеко, не имеют желания приезжать для того, чтобы отказаться от наследства письменно. Возможно ли без участия остальных наследников вступить в наследство? Есть. Отвечайте. Если они ранее не обращались, спустя 12 лет, то абсолютно можно. Единственное, если этот наследник, который на сегодняшний день заявляет свои права, не был прописан с умершим или с умершей, не совсем, в общем, с наследодателем, то надо будет обращаться в судебные органы с заявлением, либо установить факт, либо установить срок принятия наследства. Бывает, что умирает гражданин, наследники обращаются, спустя какое-то время они абсолютно забывают, что они оформляли какое-то наследство. Приходят и говорят: слушайте, а вот сейчас я хочу, например, там сын говорит только на себя, а ранее они принимали наследство все 4. Но так, к сожалению, нельзя. Если вы изначально, точнее, наследники приняли наследство в долях и заявили, а спустя время приходят и говорят, что мы хотим обыграть ситуацию, то так не предусмотрено законодательством. Но 12... Оформляют все на... Извините. В принципе, все. Вот 12 лет – это все-таки тот срок, когда на день смерти, мы уже коснулись данного вопроса, и еще раз тогда повторюсь, значит, надо посмотреть, вот 12 лет – это когда, получается, в 2006 году, да? Ну, допустим, вот гражданин, в 7-м, да, гражданин, допустим, умер 10 января 2007 года, 12 лет прошло. И вот теперь нужно нотариусу, если дело наследственно не заводилось, предъявить справочку о последнем постоянном месте жительства наследодателя
и кто был с ним зарегистрирован. И вот смотрим, значит, во-первых, дело заводится по территориальности, Усть-Кулом, последнее место жительства. Далее смотрим, кто был с ним зарегистрирован. И вот эти двое деток, которые сегодня, уже будучи совершенно взрослыми, хотят отказаться, нужно посмотреть. Если они на тот период были с наследодателем зарегистрированы, то они являлись фактически принявшими наследство. Поэтому, значит, тоже вариант того, что на день смерти проживали. В суде можно доказать, значит, что не являлись фактически принявшими, потому как была только регистрация, а по факту проживали где-то. Вот этот момент. А если не были зарегистрированы, то, ради бога, тогда все, в принципе, замечательно. А тот, который сегодня хочет, наследник, обратиться, тоже надо посмотреть, не был ли он зарегистрирован на день смерти. Если не был, то в таком случае он утратил право чисто не как наследник на обращение, тот срок, который ему был определен. Тогда также в судебном порядке устанавливать факт принятия. Но это очень, прежде чем какие-то суды идти, надо к нотариусу прийти и посмотреть, показать документы в начале, а не с устного понятия там рассуждать. Чисто все по документам. Вот тогда будет дана очень правильная консультация. Вот. Еще у нас один вопрос. Можно ли удаленно отказаться от наследства? Что такое удаленно? Ну, видать, не по месту жительства. Это оформляется заявление у любого нотариуса, там, где находится потенциальный там наследник, либо не наследник, если он отказывается, приходит в любую нотариальную контору, делает это заявление и адресует нотариусу по месту открытия наследства, почтой лично нотариусу. Да, У можно нас нет правильный, наверное, нотариус. Почему? Потому что наследственное дело открывается у нотариуса, и при направлении этого заявления мы сразу видим волю того, что он хочет. Мало того, что он написал заявление, но написав заявление, он же, в принципе, может его не направить, да? Вот. А когда он направляет наследнику, вопрос в том, что у наследника, по большому счету, должна быть доверенность, чтобы прийти и элементарно предоставить этот отказ. любым способом. Поэтому я вот придерживаюсь практики абсолютно, что данное заявление должно быть адресовано конкретно нотариусу. Еще можно равнозначность вот осветить вопрос. Можно, да, обойтись. А вот равнозначность еще хороший сегодня вариант существует нотариальный. Это перевод с бумажного носителя на электронный и отправка через электронную почту напрямую нотариусу. Электронная почта, но опять же эту равнозначность сделает не сам гражданин, просто дома отсканировав, да, преобразовав в PDF-вариант, а приходит к нотариусу, нотариус эту процедуру делает и прикрепляет еще электронную свою подпись. Это... Ну, или адрес электронной почты, да. Кто-то практикует скидывать на флешки. Мы не практикуем, потому что у нас программы стоят, мы общаемся только через электронную почту. И, в принципе, это действительно удобно. Если где-то там документ нужен в каком-нибудь там другом регионе у нотариуса, мы смотрим электронную почту, даже мы сами можем посмотреть, если нам дадут фамилию, имя, отчество нотариуса и город, где он находится. Направляем. Это экономит время, но тариф гражданин должен заплатить. Это мы сейчас говорим, в принципе, о любом нотариальном действии. Вот, допустим, удостоверили доверенность, да, купить там или продать какое-то имущество вне территории республики. Приходите к нотариусу на бумажном носителе, закрепили, что там доверенность на покупку, и просите нотариусу, которого вы удостоверили доверенность, передать по месту нахождения ваших близких родственников, которым нужен этот документ. И вот нотариус, в частности, мы преобразуем вот этот ваш бумажный носитель в электронный. Тот нотариус, где ваши дети получают уже данный файл, и потом, значит, его преобразуют уже из электронного на бумажный со своей электронной подписью. Очень замечательно, быстро. Это платная услуга? Да. Но не так уж дорого. Сколько? 200? Ну, меняются тарифы на сегодняшний день. 225 рублей, по-моему. Одна страница. Документа. Я при этом хочу... Извините, Ольга Николаевна, я при этом хочу заметить, что все-таки каждый момент, даже на первый взгляд простой, казалось бы, лучше всегда приходите к любому нотариусу, я повторюсь, в городе Сыктывкаре, если мы живем, все абсолютно владеют данной информацией, все профессионалы на высоком уровне, и консультируйтесь. После того, как вы будете знать уже последствия любого вами принятого решения, вы смело можете
подавать документы, там, оформлять, подписывать. Вот это очень важно. Доверенность – это всегда тот серьезный момент, который вы, если подписали текст, то он подлежит исполнению. Любое действие будет исполнено, а последствия бывают разные. Вот такие дела. Еще вопрос. Мать имеет право на наследование сына? Мать? Не лишена родительских прав. Только лишенные родители не имеют права наследовать после своих детей. В то же самое время дети после таких родителей могут наследовать. Если он не сделает завещание, то, конечно, может. Если- Дети, супруги, родители. Это 11.42 статья Гражданского кодекса, наследники первой очереди. Мать является. Мать является наследницей, конечно, да. Если даже сын, например, сделает завещание, например, на свою жену, да, минуя мать, а матери при этом 55 лет имеется, то мама подпадает под категорию обязательных наследников в силу нетрудоспособного возраста. Это статья 11.49. Мы начали сегодняшнюю лекцию вот как раз эти статьи, слова она озвучила. Вот, поэтому мать может взять себе половину причитающейся доли. Надо, да, причитающейся ей бы доли. Надо смотреть круг наследников, сколько их. Вот, и нотариус уже рассчитывает. Это такая небольшая подстраховка наследников в части того, что государство говорит, ну да, как бы вы завещаете, но не забывайте, что у вас есть в неком... Это можно считать, смысле наверное, как иждивенец. одна из льгот пенсионерам. Ну да, наверное, государство о себе заботится, не надо оставлять нам на иждивение. Ну, инвалиды там, граждан. инвалиды таким же Немножко образом. страхуют эту группу населения. Еще вопросы? Я думаю, вы сегодня получили достаточно много информации. Теперь ее надо осмыслить, обдумать. Ну и теперь знаете, где найти Светлану Ивановну, Аркадия Александровича, да. Все вопросы можете обращать, наверное, тоже и в нотариальной палате, по крайней мере, с кандидатурами нотариусов, которые ближе к месту вашего проживания, вы ее там тоже можете найти. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Да. Это будет замечательно. У нас такая практика, что у нас не сидят клиенты в ожидании. Вы записались на удобное нам с вами время, вы пришли, зашли. Только фаза. Нет, для вас все бесплатно. Вообще бесплатные консультации, Вообще лучше бесплатно у нас записывать. всегда. Бывает, что все специалисты заняты. Приходите по хорошим Ну, вопросам. потому что, наверное, суббота-воскресенье, конечно, выходной. Вот, кстати, в субботу мы работаем с 10 до 14:30. Очень удобное время. Очень. В понедельник, правда, отдыхаем вот сегодня. Вот сегодня как Вот раз сегодня. свой выходной, Но опять-таки всё пришли для к вас. нам, да. Спасибо большое. Вам спасибо. Да, приходите. Спасибо До за половины вопросы. третьего. Вам за вопросы спасибо. Да, ваш телефон. 400. Нет, я так говорите, я потом запишу. Да вы уже записываете. Да, ну словами На скажите. этом наша встреча закончилась. Всего доброго. До новых встреч. Как вас зовут? Светлана Ивановна. Где вы